Всех приветствую. Хорошо слышно, видно. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Всем привет. Так. Предлагаю. Так, что-то я слышу себя же. Или это у меня какая-то проблема, либо у кого-то включены колонки, которые транслируют звук. Вроде сейчас нормально. Так, сейчас тогда подождем Евгения и начнем. Пока лично нет, интересно кое-что. Почему тут отдельно на Этериуме, на арбитруме, точнее, у меня есть отдельный Этериум, отдельный ETH, а здесь у меня есть как бы на штучка. Во-первых, почему он просит меня, из чего он мне предлагает стейкинг? Первое, второе, я так понимаю, здесь тоже Ethereum и монета, собственно. На Ethereum, на Ethereum то же самое, но при этом здесь конкретно уже как бы тоже, да, вроде как та же монета и вроде как тот же газ, если я правильно понял. А почему-то по-разному выражается, то есть разные сетки какие-то. На Ethereum вам предлагают запустить стейкинг, потому что эта сеть Ethereum, она перешла недавно с одного алгоритма консенсуса на другой. То есть с Proof of Stake с Proof of Work на Proof of Stake. Вот с этим активирована такая опция. То есть вы можете поддерживать валидаторов сети Ethereum, а делегирование на них, отправляя им свои монеты. Образно говоря, своеобразный залог, чтобы их нода увеличивала свою уделенность в сети и поддерживала ее эффективно. То есть вам просто... Это опциональная штука.
То есть это на усмотрение разработчика вот этого кошелька MetaMask так сделано. А что касается, получается, двух монет, они и те же и на Ethereum, и на Arbitrum, на самом деле это технически это разные монеты. То есть у Ethereum, на Ethereum это нативная монета одного блокчейна, а Ethereum на Arbitrum это нативная монета на другом блокчейне. Единственное сходство, то, что у них цена одинаковая. То есть по факту это разные монеты технически, а с финансовой точки зрения это одна и та же монета. Вот так, звучит, наверное, не совсем понятно, но в течение практики вы едете, как это работает. Вот. А что касается GRT, то это то же самое, тот же принцип на Ethereum. На блокчейне Ethereum GRT это одна монета со своим смарт-контрактом, на блокчейне Arbitrum также монета со своим смарт-контрактом, но уже другая. Смарт-контракт, он тоже будет различаться в каких-то моментах. С финансовой точки зрения одна и та же монета. Вот. Так, начнем тогда. Всех приветствую. Сегодня у нас 6-й. Да, предлагаю тогда включить по возможности камеру, если она есть для большего интерактива, будет интереснее просто заниматься, и будет хорошо нам зафиксировать посещаемость также. Вот. Сегодня продолжим то, что начали на прошлом занятии. Это рассмотрим, как работает Subgraph Studio, установим граф-клиент, и дальше попробуем создать наш первый Subgraph, хотя бы посмотрим, как он работает. То есть, Катерина, вы слышите хорошо нас? Трансляция видна? Все в порядке? Дайте знать, что вам все видно, все слышно. Меня слышно? Да, вас слышно. Отлично слышно. Да, а вы нас слышите? Очень приятно услышать голос ваш. Да, слышу. Да, Екатерина, вам нас хорошо слышно и трансляция видна, то есть все в порядке, технических проблем нет, как я понял. Да, все правильно, все. Ничего не. Отлично. Единственное... Так, у вас все видно? Хорошо. И, соответственно, небольшое введение, что мы делали на прошлом воркшопе. То есть мы рассматривали именно как устанавливать граф-ноду, очень краткое введение. И, соответственно, как данная граф-нода индексирует данные в блокчейне и поставляет его к приложению. То есть граф-нода – это вот этот пантеон большой, а само приложение, которое она обслуживает, оно обозначено символом DApp, то есть децентрализованное приложение. То есть в идеале нам хотелось бы подготовить из вас разработчика сабграфов, то есть вот этой API, которая обслуживает вот эти queries, и участвует в поставке их веб-приложению. И также подготовить из вас разработчика децентрализованного веб-приложения, так называемых dApps. То есть приложения, которые функционируют на блокчейне, либо же широко используют блокчейн в своей работе. С такими навыками вы сможете работать не только блокчейн-разработчиком, так как основной стек на самом деле это JavaScript и Node.js. Вы сможете разрабатывать веб-приложения, не привязанные к блокчейну, по результатам нашего курса, и, соответственно, работать на фрилансе также. То есть не в какой-то компании, а, например, делать сайт и веб-приложения на фрилансе. То есть сотрудничество с нами, оно тоже в чем-то похоже на фриланс. У нас нету PM-ов, если вы слышали про таких. То есть у нас просто задачи, которые вы делаете, и мы делаем, и вы делаете в удобном для вас режиме, без какого-то контроля по таймингам строгого и так далее. Также у нас новое партнерство назревает с тоже блокчейн-компанией, разрабатывающей смарт-контракты на блокчейне приватные.
То есть сюда еще добавятся новые фичи. Вот, соответственно, сегодня мы продолжим рассматривать, как работает SubGraph. И, соответственно, Евгений, перед тем, как стартанем, предлагаю вас, если актуально, провести вашу традиционную 5-минутку повторения, пока я открываю здесь у себя свою граф-студию и командную строку. Ну, я, во-первых, хотел бы поприветствовать всех и узнать у Антона, как вот у него продвигается, как он видит. Хочу услышать его голос. Приятно. Hello, меня слышно нормально? Да, хорошо слышу. Все, я здесь, я вот тут даже постригся, теперь более молодо выгляжу, все хорошо. Как Вот, позавчера только... настоящий. Ну, вообще нормально. Позавчера вон ГОСТы сдал, вообще прекрасно себя чувствую. Полностью сдал, получается, да? Что еще раз? Полностью сдал ГОСы, да? Да, но мне осталось диплом защитить, и все, я дипломированный специалист. Ну круто, конечно, круто. Молодец. Короче, потихонечку движемся к чему-то. Наконец-то уже и вот все сдал, надо сейчас уже, вот я думаю, там, послезавтра где-то, может, чуть-чуть позже уже доехать наконец-то до ГАИ. Хотя бы теорию сдать. Ну да, это такое дело. Ну и наконец-то уже буду, да, ну, я надеюсь, что наконец-то буду в правами, но это еще не факт. Да. Ярослав, ну что, хотел у ребят спросить, и у Катерины, и у Антона, в преддверии того, что планируется у нас новый заказчик, возможно, знаете вы, что такое смарт-контракты? Ну, это как способ общения между пользователями, грубо говоря. То есть, даже не только между пользователями, от одного лица, любого, там, я так понимаю, как API-шка может с API-шкой общаться путем того, что там отправляет запрос, с ним какой-то баланс, и с другой стороны уже там, кто может ответить на этот вопрос, занимает часть, забирает оплату свою труда, дает ответ на этот вопрос и высылает обратно. По факту это, как бы, я так понимаю, это и есть смарт-контракт небольшой. Да, в целом Антон все верно обозначил. То есть, я думаю, абсолютно такого понимания достаточно для того, чтобы, так сказать, в рамках наших движений двигаться дальше. Я еще в прошлый раз хотел ответить на вопрос тоже, но у меня звук, микрофон вылетел. Я такой, типа, да это, вот это, объяснял, сидел, мне говорят, да вас не слышно, вас не слышно. Просто уже засчитывал как можно быстрее. Это, рэп, old school, все дела. Да, я вот тоже послушал пример Антона, то есть он, видимо, какой-то частный пример. Ну так, бегло, я здесь открывал свою граф-студию, видимо, какой-то частный пример. Да, Антон, если у вас остались вопросы, вы задавайте их. Хотя, в принципе, я предлагаю тогда уже перейти к нашей основной части, именно продолжению разработки нашего сабграфа, и вопросы тогда оставим ближе к концу. Тогда, Никита, предлагаю вам запустить трансляцию, и на чем мы там в прошлый раз остановились. По-моему, мы граф-клиент не установили. То есть на этапе установки граф-клиента мы и зависли. То есть и Катерине, получается, нужно показать все с самого from scratch, как говорится, с самого начала. То есть Екатерине сейчас нам нужно MetaMask открыть, соответственно, браузер с MetaMask, и сейчас Никита запустит трансляцию и покажет, как подключать MetaMask в граф-студии и все дальнейшие действия. Так, значит, у нас есть сам Graph Studio. Если мы кликаем на дашборд, то здесь отображаются
все сабграфы, которые были уже созданы. Вот. Ну и отображается также их статус. То есть два задеплоены в сетку Arbitrum, вот, два из них. Один из них просто задеплоит, и три из них просто в виде черновиков. Вот. Да, тогда предлагаю, Екатерина, у вас, смотрите, у вас открыт MetaMask, получается, в браузере. Что-то с микрофоном, что-то с микрофоном у вас. Надо, наверное, MetaMask открыть. Да, сейчас слышно. Тогда переходите в Graph Studio, вот по той ссылке, которая у Никиты на трансляции. То есть, она у вас открывается, получается ее открыть? Да. Открывайте и жмите на кнопку Connect Wallet. Можете запустить свою трансляцию, мы вам поможем все быстрее сделать. Да, я тогда включусь на время. Не, Никита, можно стримить несколько трансляций. То есть здесь без разницы. Смотрите, Екатерина, в левом нижнем углу. Все, разобрались. Отлично. Да, вот сюда нужно. Так, все, я тут. Пока Екатерина подключает MetaMask Graph Studio, получает код на почту. Ну, давайте подождем. Вы тут пока Дарьей разбирались, я думал, может, быстро через Bluetooth расширил этот самый, но он что-то обиделся на меня, и пульт разрядился такой. А у вас через Bluetooth можно прям шерить на телевизор, да? Ничего надежнее кабеля не придумали еще. Не, я знаю, просто кабели где-то вот там есть, вот я не знаю, видно или не видно, там просто корзинка кабелей, там валяется тоже кабели. Я не знаю, какой из них типа там рабочий, какой нет, какой-то заломанный, еще что-то. Так, Никита и Екатерина успешно получила код, поэтому все готовы, можно продолжать. Так, окей. Так, ну, значит, у нас есть список сабграфов, ну, и давайте создадим какой-нибудь еще один. Нажимаем на кнопку Create a subgraph. Там... Что плохо слышно? Имя писать любое? Имя любое можно, да. Можно написать там April, типа subgraph, например. Создаем subgraph. Вот он создался. Тут можно еще добавить описание. Ну, также, если у него существует сайт, то можно дать его сайт. Затем тут список команд в правом нижнем углу. Теперь мне нужно провести аутентификацию. Тут это копируем команду graph auth. И так, это уже другая командная строка. Так. Ну, вы можете создать какую-нибудь папку. Вот у меня эта папка blockchains на диске D. И тут уже работать с сабграфами.
В общем, вводим команду graph Я и найду. выполняем ее. Она у меня, по-моему, была. Была уже? Да. Угу. Так, значит... Так, вот она выполнилась. Теперь переходим на subgraph. Так. Можете подождать, короче, конечно. Да, Никита, очень быстро. И давайте еще, может, граф init разберем, то есть, чтобы и проверим, установлен ли у Екатерины NPM, то есть, работает ли. Ей же нужно граф клиент установить. У нее чистый компьютер, я так понимаю. Да, то есть нужно давайте тогда введем в курс дела, что такое граф-клиент, что еще, там, граф init, и дальше уже перейдем к аутентификации. Потому что, я так понимаю, Антон на прошлом воркшопе с нами тоже остановился на шаге установки граф-клиента, если я не ошибаюсь. Окей. Давайте Мы... начнем тогда с этой секции, что такое граф-клиент. Граф-клиент — это командная строка для работы с графами. Чтобы ее установить, необходим NPM или yarn еще. Вот. Ну, чтобы установить NPM, должен стоять на компьютере Node.js. Катя, у вас есть Node.js на компьютере? Да. Ну, мы же на прошлых воркшопах уже включен уже. Так, у Антона, я вижу, уже аутентификация работает, и все в порядке. Ну, то есть у меня Екатерина спрашивала там, что мы делали и так далее. Я как бы отписал ей, что мы делали. У меня особо просто времени не было ей сильно так созвониться и помочь. Я ей в целом описал, что мы там это устанавливали, это делали. Она там немножко не поняла. Я как бы чисто в тексте смог ей что объяснить, я не знаю. Получилось у нее что-то нет, что она мне писала, что у нее были трудности. О, все отлично. А что-то у меня вас не видно, Никита. Я видно? Меня? Ну да. Я себя вижу. Ну, в чате. Камеры вашей не видно. Евгений, вы видите камеру Никиты? Причем на его же трансляции, по-моему, да. Видно. Я не вижу и не вижу Никиту одновременно. В смысле, Справа видишь я меня вижу. на этой трансляции, видишь, а так не видишь? Ну, Уже нигде не видно. Сейчас я вообще себя только вижу. Так, ну ладно, я сейчас тогда включу камеру, включу ее. Так, вот, я появился. Ну, я вижу как бы себя с камерой. Ну я Никиту не вижу сейчас. Да, а вот сейчас он на секунду появился, а потом исчез. Но у меня два окошка каких-то снизу, даже три, ну такие, не лица, а какие-то там моменты, может быть, из-за этого. Так, ну я тогда выйду и зайду. Ну да, если не получится, тогда будем продолжать без вашей камеры. О, все в порядке. Теперь вас видно. Видно меня, да? Да, добро пожаловать на борт еще раз. Так, значит, Катя установила уже командную строку. Теперь можно инициализировать subgraph с помощью команды graph init с флагом studio и с аргументом названия subgraph. У меня это будет April subgraph. Ну,
у вас же будет так, как вы его назвали. Вот, короче, это копируем. А надо копировать вот вторую ссылку, там где Global Add Graph Protocol. Это надо или нет? Нет, это альтернативный способ установки с помощью пакетного менеджера YARN. Это не нужно. Вот это вот. Угу. Теперь мы сразу же переходим к инициализации. Вот команда graph init. Так, ее копируем и вставляем в командную строку. То есть что Так, такое ну, инициализация? Инициализация – это инициализация непосредственно на нашей локальной машине в граф-клиенте, который установлен на вашей локальной машине. То есть мы пока еще не деплоим этот сабграф в блокчейн и не делаем его публичным, чтобы он мог обрабатываться. Мы вот просто, Никита сейчас вам показал, как его инициализировать на локальной машине. То есть следующие шаги – это, соответственно… Так, ошибка где? В инициализации, да? Да. Так, сейчас я у себя сделаю. Так, какая ошибка там? Там, Я так понимаю, Можете выслать скриншот? Да, Екатерина, а вы лучше даже в трансляции нажмите еще раз на значок «Расшарить трансляцию», и там будут разные окна, которые… Was not found on your system. Please install Git, so it is in fast. Здесь нужно будет установить еще программу Git. Это система контроля версий. Ну, git.scm.com. Вот этот вот. И нажмите на кнопку Download for Windows. И, следовательно, там нужно будет пройти эти шаги. Так, ну тут нужно будет скачать standalone installer лучше всего, 64 бит, Git for Windows Setup, и установить его. Екатерина, какая у вас… Обычно сейчас все машины 64 разряда, очень редко встречается там 32. Так что, наверное, я думаю... ну, как бы немножко диссонанс в голове, потому что как бы мне пишет, что у меня нет гита, он не найден, но при этом я могу, типа, все, типа, вот у меня скрин скидывал, что. При этом у меня есть, типа, git bash here или git guid here, типа, what the fuck. Как бы гид-то я Возможно, он ставил. у вас установился с каким-то другим пакетом. Он иногда бывает такое, что они включены в какие-то другие пакеты и ставятся автоматически вместе с чем-то. Возможно. Ладно, сейчас проверим. Гид лучше устанавливать на диск C или на диск D? Ну, если на диске C много места, в принципе, то можно установить и на диск C, как он и просит по умолчанию. Если на диске C это места уже не очень много, тогда можно D там, или E, какие еще есть. Ну, у меня вот на D он вроде бы установлен. Я пока не хочу застрять свой диск C. Да. Классно, у меня один единственный накопитель. У меня нет денег на второй. Можно на диске D создать там папку Programs там, или там, еще какую-нибудь папку и туда устанавливать программы. Папка, там хранилось приложение. Так, допустим, я запустил гид. Ну, сам гид там запускать может и не нужно, просто нужно, чтобы не было этой ошибки при инициализации. Попытка номер 2. После выполнения команды graph init должен вывестись выбор протокола. Вот. RWIF или Ethereum, или NIR, или Cosmos, или Substring. А надо ребутать что-нибудь. Просит выбрать. Возможно,
Возможно, это ребутнуть, может, это поможет. А что он просит? Выбрать там какой-то пункт, есть let git decide, и есть что-то там много написано. Так, сейчас посмотрю. Меня он ничего не просил делать. Да, запустите трансляцию вот этого окна, где просит, мы посмотрим. Видно? Пока еще нет. Так, вот видно сейчас. Так, инициализация. Так, это сейчас идет установка гита. Так, ну там можно выбрать стандартную установку, то, что он и предлагает, в принципе. Так, я не вижу пока. Так. Let git. Черт. Сейчас, секунду. Так. Установка. О, отлично, финиш. Так, пошел, я ребутать чудо. Теперь в командной строке это можно проверить, установился ли гид. Если он там не установился, то тогда нужно будет перезагрузить компьютер. Нужно будет в командной строке git выполнить команду с флагом version. Вот, у меня, например, версия 2.28. А какая версия у вас? Интересно. Какая тут самая актуальная? Какая версия? Так, git вести команду. Version. Так, он говорит, это не является. Значит, нужно будет перезагрузить компьютер сейчас. Давно не виделись. Здесь вы логинитесь, ничего не вводя, а присоединяя ваш Web3 кошелек. Ну, я понимаю. Я думал, это будет как подписка, типа, я отдал контакты, он такой, типа, ну все, ты меня в книге, типа, привет, я буду знать. Он такой, нет, каждый раз заново. Нет, в принципе... Так, люди добрые, теперь вопрос, который меня интересует. Так, вот это вот чудо. Не согласны с тем, что здесь есть гид. При том, что гид я могу отсюда открыть просто. Как заставить, чтобы он его увидел? Можно что-то через CMD-шку вызвать гид, ну, установить? А вы версию проверяли? Он через CMD показывает версию?
2, что-то там было, 2.4.5, сейчас покажу. Ну да, давайте посмотрим. Нужно еще прописать, видимо, эти переменные окружения, я думаю. Сейчас у себя посмотрю. Потому что я ставил, это вот месяцем ранее ставил 2.3.9. Сейчас вот то, что сегодня 2.45. То есть здесь стоит, а ошибка все равно выводится. Так. Ну, что мне сюда вкинуть тогда, чтобы он его нашел? То есть версию показывает в целом, да, именно, вы уверены? Так, окей, как это проверить? Да, ну проверьте уже, чтобы для гарантии. Git Как это version. проверить? Просто гид прописать? Он не хочет с ним работать. Git пробел 2 дефиса version. Никита, Нет, смотрите, у Антона гид в командной строке не показывает. То есть это, видимо, только вот в этом меню, в меню боковом. А гид сегодня был установлен только? Ну, сейчас был установлен, да? Ну вот новый, последний, да, только сейчас. До этого был старый версии. Тогда, может, надо перезагрузить просто ком, чтобы он... Так я вот только что отключался. Угу. Я вот перезапускал чудо-систему. Угу. Так, значит, возможно, надо приписать эти переменные окружения для гита. Сейчас, секунду. То есть Git это такая фундаментальная штука в программной разработке. То есть она должна обязательно стоять, и вы должны очень крепко владеть всеми командами мержинга, пулинга, пушинга, сравнения версий кода. Очень мощный инструмент. То есть это основа основ любого программиста. Поэтому, в принципе, разобраться детальнее будет не лишним, как с этим работать и как его быстро устанавливать. Я вот вижу, у Катерины все заработало. То есть граф-клиент запустился и предлагает уже выбирать протокол, да, на котором мы будем разрабатывать сабграф. То есть, а у Антона пока еще, получается, проблема с гитом. Никита, а как вы смотрите, если мы не подберем, получается, переменные, может просто Антону все снести и заново поставить гид, просто вообще снести его полностью, все что стоит, касаемо гита, и потом переустановить заново с нуля. Можно и такой путь избрать, чтобы пофиксить эту ошибку. Ну, можно, в принципе. Можно еще раз перезагрузить, мне кажется, это поможет. Ну, вот сейчас я сделаю. Да, и третий путь – это переменные, как вы сказали. То есть надо все три проверить, только выбрать, какой будем проверять первым. Сейчас я тогда что-то сделаю, дайте мне пару минут. Окей. У меня, кстати, есть приложение, которое устанавливает еще остальные этапы, как будет устанавливаться приложение. И там, когда я выбирать... Катерина, вас опять стало очень плохо слышно, почти ничего не разобрать. Может, увеличите громкость микрофона в системе, либо... Выбрать там Ethereum протокол. Это второй пункт сверху.
Не мышкой, выбирается только клавишами. То есть в командной строке мышкой не работает. Все, вижу. Да. Стрелочка. Ну и, соответственно, подождем, пока Антон подключится. Угу. И дальше уже будем двигаться в направлении создания нашего первого сабграфа. У меня, кстати, получилось восстановить пароль, но восстановить пароль получилось от кошелька. У меня же была проблема. Только от кошелька на браузере Edge. Вот, мне там получилось все восстановить. Я первоначально там делала скриншот этих кодовых слов, но он не сохранился. И получилось таким образом восстановить именно на Edge, на Microsoft Edge. Ну, там получается пустой кошелек полностью. Ну, хорошо, мы вам докинем токенов, когда дойдем до соответствующей стадии создания сабграфа. Но вы вот этот кошелек, который установили на Edge, вы его можете использовать и в других браузерах. Просто ставите туда, или даже на вашем мобильном телефоне. Ставите MetaMask, и там будет функция при создании кошелька импортировать seed-фразу или import seed phrase. И вы нажимаете на эту функцию, вашу seed-фразу туда вставляете, и у вас будет один и тот же кошелек на разных устройствах. То есть в любом браузере, в телефоне. То есть это примерно то же самое, что аккаунт электронной почты. Вы с логином и паролем можете заходить туда либо через браузер. Я вернулся с победой. Здравствуйте. О, заработало? Отлично. Я вернулся с победой. Отлично, перезагрузка помогла. Я успел за это время его снести, поставить, снести, перезагрузить, поставить. То И есть тут еще это победа. перестановка. Окей. Так, значит, теперь можно выбрать Ethereum протокол. Так, сейчас включу трансляцию. Мне включить трансляцию? Я включу, ну, чтобы видно было. Окей. Так, попробую включить эту трансляцию чисто командной строки, просто интересно. Да, так гораздо лучше видно, кстати. Ну, прикольнее. Ничего лишнего называется. Минимализм. Да, вот мы видим здесь 5 протоколов. Airweave, Эфир, NEAR, Cosmos и Substreams. Ну, здесь мы выбираем Эфир, Ethereum. Выбираем, нажимаем на вот. Тут он предлагает укороченное такое название для работы, Slug. Так, ну это оставляем. Снова нажимаем на вот. И он предлагает еще в какой папке именно создать сабграф. Но вообще инициализация — это и есть создание окружения для сабграфа. То есть тут будут созданы файлы, папки, необходимые для работы с сабграфом, для настройки сабграфа. Так, ну, вставляю это по умолчанию. То есть будет папка April subgraph. Ну, у вас, соответственно, там, как вы уже назвали. Так, здесь он предлагает выбрать сеть. Ну, здесь довольно много сетей получается. Там Arbitrum One, например, Arbitrum Sepolia, Airweave, Mainnet. Ну, мы выберем просто Mainnet, который первым пунктом здесь. Вот. То есть это набор сетей, на которых мы имеем возможность задеплоить наш сабграф. То есть задеплоить — это значит запустить на каком-то блокчейне, чтобы он к нему подключился и начал с ним взаимодействовать. То есть видите, какой большой набор. Вот. Здесь есть и BSC, вот ниже Binance Smart Chain, и даже биткоин. Недавно, это вот совсем пару месяцев назад, граф был запущен и на блокчейне биткоина, то есть этот блокчейн индексируется, и сейчас веб-приложения могут
все данные с биткоина получать без всяких проблем. Вот сейчас мы, получается, будем разворачивать наш сабграф на том блокчейне, на котором выберет сейчас Никита. То есть, ну и рекомендовано просто повторить за ним, а затем уже можно тестировать и другие блокчейны, как они будут работать. Да, вот я вот сейчас пункт на BSC, а еще ниже биткоин сеть. Вот, ну мы выберем самый первый пункт, это mainnet. Так, выбираем, нажимаем на вот. Здесь он запрашивает контракт адрес. Это нужно будет нам еще зайти в Etherscan, сайт такой. И так, сейчас. Ребята, все же дошли до стадии, когда нам нужно ввести контракт-адрес токена, с которым, для которого мы пишем сабграф. То есть все видят вот эту строку контракт-адрес? Так, сейчас я выйду из демонстрации командной строки, чтобы показать уже именно на сайте Etherscan, как можно найти там айдишник адреса. Так, вот сайт. Антон, у вас все получается? То есть вы говорите, если что-то не успеваете? Сейчас контракт-адрес, контракт-адрес именно на CMDS строке. И надо, получается, я поняла, зайти на вот сайт Etherscan. Да, все правильно. Антон, у вас тоже все получилось, да? Вы дошли, да, отлично. Угу. Я просто уточняю, чтобы никто не отставал. Заходим на Etherscan и в строке поиска вводим Uniswap. То есть нам вводится информация про токен Uniswap, и мы копируем айдишник, вот этот вот токен контракта в секции Other Info. Здесь есть кнопка копии address. Скопировали и вставили его в командную строку. То есть, ребята, что в данный момент делает Никита? Мы представили, что мы параллельно с нашим сабграфом разрабатываем веб-приложение, например, для трейдинга, децентрализованного. И это приложение будет предлагать торговлю, допустим, токеном Uniswap. И чтобы получать вовремя параметры по этому токену, котировки, транзакции, все что угодно, нам нужен сабграф для него. То есть, и вот для такого модельного примера Никита сейчас разрабатывает сабграф. То есть мы представляем, что у нас где-то на стороне еще мы разрабатываем веб-приложение, мы еще просто не дошли до этой стадии. И в данный момент нам нужно к нему подключить сабграф. Функция сабграфа – это обработка запросов от индексера по токену Uniswap. Именно поэтому мы вводим контракт-адрес вот этого токена. И сейчас Никита покажет именно, каков дальнейший алгоритм построения нашего сабграфа после вот этого шага. Да. Так, ставили адрес, нажимаем на вот. Так, обозначился зелененьким. И он сейчас пишет, что тут произошла какая-то ошибка, но это не обращаем внимания. И нажимаем еще раз. Он берет информацию из Etherscan, то есть он берет ABI. И здесь он предлагает нам номер стартового блока. Так, ну мы можем выбрать по умолчанию то, что он предлагает. То есть это получается, с какого блока
будет получаться информация из блокчейна. Вот, то есть это не обязательно должен быть там генезис блок, то есть самый первый блок в блокчейне. Это может быть любой блок, с которого мы начнем брать информацию. Так, нажимаем на ввод опять. Я тут еще свои 5 копеек вставлю, то есть, что это был за IBI? Это набор функций, по которому функционирует именно данный токен. Это все прописано в смарт-контракте. То есть наш сабграф должен это инициализировать и подкачать к себе. То есть вот этой операции соответствует эта строчка fetching ABI from EtherScan. А дальше мы выбрали стартовый блок, с которого будем индексировать события, которые происходят вот с данным токеном Юни. Здесь можно выбрать любой блок. И, Никита, давайте, может, покажем ребятам, где эти номера блоков искать, именно в EtherScan, чтобы было более наглядно. И, чтобы можно было увидеть, в принципе, что мы можем сами выбирать этот номер блока, и почти вся история, как бы большая ее часть, она хранится вот в этом EtherScan. Да, вот здесь вот в информации об Uniswap, это чуть ниже есть такая таблица, где отображены блоки этого блокчейна. Вот, тут это колонка блок, и здесь именно представлены номера блоков, по типу того, что команда S3K предложила выбрать. То есть они состоят из 8 цифр в основном. Это номера блоков. И также здесь можно выбрать какой-нибудь там вот блок из этого списка. Можно, например, нажать там на last вот кнопку и, например, выбрать блок, который был создан 6 дней назад, например. Вот здесь age колонка. То есть, по сути, блок – это пачка транзакций фиксированного размера. Когда эта пачка заполняется, начинает добываться новый блок, куда эти транзакции записываются. Вот здесь очень хорошо все показано, что левая крайняя колонка – это у нас хэш транзакции, уникальный ее криптографический идентификатор. У каждой транзакции он уникальный, и получается дальше мы видим метод. Метод – это очень образно выражает тип транзакции. Вот, например, execute – это значит транзакция исполнения какого-то контракта. Трансфер – это обычная транзакция, допустим, перевода какого-то количества вот этих токенов Uniswap с одного кошелька на второй. Дальше мы видим здесь какие-то кастомные методы, которые EtherScan не заглавливает. Есть даже какой-то метод Uniswap. То есть в третьей столбце мы видим номера блоков, как Никита упомянул. Также каждому блоку присваивается свой уникальный номер для того, чтобы его быстро найти, обнаружить, если что, в блокчейне, посмотреть, какие там в нем транзакции записаны. То есть age – это давность, когда этот блок был добыт, сколько дней назад. В данный момент Никита вам открыл страницу с блоками, которые добыты 6 дней назад. То есть они здесь классифицированы и в хронологическом порядке отображены. Дальше, соответственно, у нас детали транзакции. То есть в транзакции всегда участвуют два актора, даже если это execute, то есть, допустим, from, вот, в строчке execute, там, где from, это инициатор транзакции, а to – это контракт, по отношению к которому совершена транзакция. Это транзакция типа исполнить. То есть
допустим, если мы посмотрим на четвертую строчку, там, где написано трансфер, то есть мы видим, что в качестве фрома у нас выступает аббревиатура OKX. Это такая криптовалютная биржа централизованная. То есть этот скан сам определяет, кто инициатор транзакции. В данном случае это адрес, принадлежащий вот этой вот компании OKX. И, соответственно, да, и мы можем кликнуть на него и посмотреть, например, сколько в этом средств хранится. Здесь только нужно кликнуть на Filtered by Token Holder, по-моему, и тогда мы увидим, сколько у OKX средств хранится. Вот мы видим, что здесь хранится на этом адресе $251 миллион в разных токенах. Вот, и мы можем посмотреть, какие там токены. Например, если кликнем вот на эту сумму Token Holdings. Больше, чем 201 токен. Да, если мы кликнем, там должен открыться именно... Вот этот список, да, то есть выпадающий список и строка поиска. Здесь можно поискать какие токены, а также вот они все отображаются. И мы видим, что да, большинство токенов это какие-то шиткоины, то есть вообще какие-то мем-токены. Constitution, Adventure Go. Да, здесь USDT не видим. Blur такой есть токен. ApeCoin. Короче, много всяких интересных. Да, и предлагаю тогда еще вернуться на предыдущую вкладку. Там был еще один столбец, именно где блоки. Да, и мы в последний столбец это quantity, именно сколько токенов Юни участвовало в данной транзакции. Вот. Это что касается того, какой параметр Никита ввел в строку с номером блока в командной строке. То есть, да, и Никита, у нас уже время выходит, мы даже на 3 минуты пересидели. То есть, в принципе, смотрите, можно закругляться, можно какой-то элемент нашей запланированной программы завершить, уже показ ребятам, либо перенести на следующий. Давайте завершим. Contract name, это выбираем контракт по умолчанию. И он еще предлагает индексировать события контракта как сущность. Тоже выбираем yes. И он создает уже сабграф. Создает репозиторий для сабграфа и устанавливает всякие зависимости. Вот. С помощью команды git-config. Электронную почту можно какую-нибудь свою вести. В принципе, можно и несуществующую там вести там уже для простоты. Если что, это можно будет проверить потом. Если он запросит когда-нибудь там при работе с GitHub каким-нибудь или с Bitbucket, то тоже там git-config user, и можно будет увидеть там username, user email, или же ввести что-нибудь там еще новое. Так, я лучше тогда демку сделаю, чтобы всем очень... чтобы Кате было понятно, что делать, и я заодно понял, о чем речь. Да, супер. Так, сейчас. Никуда не выкидывала. Окей. Просто надо прописать вот это вот все? Да, git-config. Можно использовать флаг global тоже, в принципе. Да, вот какую-нибудь почту ввести. И имя какое-нибудь. Почему я... Какой я тупой? Тихо. Так, почта.
Вот. Так, Можно проверить еще там git config, просто email. так, Так, я схожу водички попить. Git config, global. Не, ну да, global, потому что здесь есть разные. Еще кроме global, по-моему, еще какой-то есть local вроде бы. просто user email? Просто просто email, да. А не, это user.email. Антон, ну зачем ты Так, два раза почта сказал? есть. И А я теперь дурачок. также имя. Таким же образом какое-нибудь имя. А, надо в кавычках это записывать? Да, в кавычках. Дважды Ну, я отлично. написал, потому что я дурачок. Отлично. Все. Так, теперь можно заново запускать команду. Ну, можно проверить, да, git config, там, как оно велось ли. Да, юзернейм, оно отобразится, да. И теперь можно заново ввести граф Init? init, да. И заново пройти те же, в принципе, команды. Ну, это я уже делал, потому что у меня тут сейчас что-то тут не работало. А, вот не работало, у меня не вводил. Короче, у меня адрес почему-то сюда не вставлялся с помощью Ctrl-C, Ctrl-V. Я просто в тупую его написал. Ну, можно так, да. Почему нет? Ну, еще можно с помощью правой клавиши мыши попробовать вставлять иногда. Так, это протокол эфир. Это также. Так, директория. Ну, будет, ладно. То есть он не дает тогда, да, получается, ничего сделать? Да, нужно будет удалить эту папку просто и заново. Так, а может, тогда я могу просто git. А что делать после того, как ты написал команду git init, ну вот именно с пользователем электронной почты? Заново тогда ввести команду graph init. Так, ладно. Сюда, сюда. Оно в гите создавало это или где оно это создавало, кстати говоря? Так, а что там? В чем там проблема сейчас? Директория already exist. Мы уже теперь используем директорию. Удалить тогда ее нужно? Вот я сейчас смотрю, куда она вообще сохранялась. Потому что я правильно не запоминал. Зачем? У меня то же самое, но у меня все в папке D сохранилось. Должно, по идее. C, user, slime. Да, я уже увидел. First. Так. Вот она. Так, опять эфир. Mainnet. Так, контр-адрес, вот этот вот адрес Uniswap. Ну, я уже наизусть запомнил, я это несколько раз делал, он не хочет. Как мне тебя... Не, попробуй его вставить. Его вставилось! Ой, да, это же правой клавишей мыши он вставляется. Я тут 2 дня тренировался просто. Ой, как у меня все тело болит. Контракт, адрес. А где его найти? Все. Так, это retry, все окей. Еще раз нажми его. Так, это я помню, блок мы вставляем. Так, я так понимаю, что можно из того списка, можно это оставить. Контракт. Так, как name, да, так, и сейчас. Так.
Он устанавливает, инициализирует. А мне пишут, что не контрактные у меня, а именно... У меня не по умолчанию контракт, у меня какой-то июни. Или это не Юни? июни? Ну, Да. можешь Юни тоже тогда использовать. Нажимаем вот. О, пошло что-то. Полетела. Да. Ну, короче, потихонечку едем. Да. Так. Это another contract. No. Бля, я добавил. Ну, можно так, какой-нибудь еще тогда найти. Так, Какие Uniswap. интересные. Так, вот там были какие-то вот эти вот странные всякие. Так, можно вот, например, какой-нибудь, вот есть Ace. Вот попробуй ввести Песня сюда. Эйс разными голосами. Так, и кнопку нажать. Trace Network. Так. Ну вот можно вот этот вот выбрать, да. Понимаю, нажимать yes, когда добавляется новый контракт. Ну, Вообще добавляется. no. Но я добавил yes. А как Да, же можно какой-нибудь выбрать. по итогу ничего не выбирать? Или выбирать? Так, что именно там? Ну, вот там вот он пишет add another contract. Лучше нажать там no, нет. Ну, Антон нажал да. Сейчас посмотрим, что получится. И сдеплоем. Так, ну это успех, я считаю, достаточно далеко продвинулись. Я даже не думал, что мы так быстро дойдем до этих шагов. Вот. Поздравляю с успешной аутентификацией всех. Работаем дальше. Думаю, что следующий воркшоп уже на этой неделе проведем. Будем смотреть, более гибкие какие-то варианты предлагать. Вот, в принципе, пока переваривайте то, что мы вам с Никитой сегодня рассказали, чтобы более-менее прочувствовать, что вы делаете. Если у кого-то нету токенов, напишите мне в личку, я добавлю. Но пока еще мы не дошли до деплоя, то есть там, где они нужны будут. Поэтому всем Вот, спасибо за участие. У меня еще тогда пока все здесь есть. Ну, не все, мне как бы... Да. Да. Ну, если какой-то вопрос такой незначительный. Ну, это не именно не по вот этому, не по коду, а вот про парня, который говорил, что я хочу добавить, что, я так понимаю, мне надо будет его сейчас подготовить полностью, то есть мы с ним тогда... Я ему поставлю все это, вот то же самое, сделаем мы с ним, и чтобы он уже был сразу, ну, на уровне том же. Да, вполне можете это сделать. Будет оптимально, если он будет какие-то предварительные сведения, какими-то предварительными сведениями уже обладать, будет подготовлен. Но в целом мы можем и на трансляции с Никитой тоже ему помочь. Но если вы его подготовите, будет оптимально. Ну, просто я просто понимаю, что, скорее всего, то есть мы сможем сделать вот физический уровень, то есть поставить все необходимые вещи, чтобы, ну, мы могли, опять же, созвониться и все продолжить с того, с чего закончили, просто параллельно надо будет, опять же, какой-то материал повторить на всякий случай, там, чтобы или рассказать заново вообще. Ну, конечно, я считаю, что это идеально будет, тем более вместе потом парни будут двигаться, как красавчики такие настоящие. Вот. Ну, все, в целом, это вопрос исчерпан. Да, тогда на сегодня все. Скоро будут анонсы в чате. То есть всем хорошего вечера тогда. Успехов. Всем пока. Пока. Хорошего вечера. Пока.
Так, ну что, отдыхаем? Да, давайте. Все, отдыхаем.